الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня я хочу поговорить о первой кибле мусульман, мечети Аль-Акса. Баракаллаху фикум, о братья и сестры мувахиды. Вы сами видите, как ничтожные иудеи, да проклянет их Аллах, притесняют мусульман Палестины, убивают их, не жалея ни детей, ни женщин. Детей, женщин и стариков, всех вместе, сколько имеют силы, обрушают на их головы. Запрещают им молиться в мечети Аль-Акса. И, конечно же, это не первый раз. Это больше, чем 70 лет продолжается это положение. Но сегодня вы, альхамдулиллах, по причине интернета, новостей, видите, что происходит там. И в конце концов, мечеть Аль-Акса – это священная земля. Мечеть Аль-Акса – это первая кибла мусульман. Мечеть Аль-Акса – это место и мечеть, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал в его сторону и внутри него читал намаз. Мечеть Аль-Акса после мечети Аль-Харам и после пророческой мечети имеет третьей по значимости. И в сердце каждого мусульманина есть любовь к ней. Невозможно, чтобы был мусульманином и не имел любовь к мечети Аль-Акса. Такой является мунафиком-лицемером, которого не волнует мечеть Аль-Акса и не волнует происходящее в нем, и не имеет любовь к мечети Аль-Акса. Смотрите, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда намаз стал обязательным, то в какую сторону читал? В какой стороне была кибла? В сторону мечети Аль-Акса. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда вознесся к Аллаху субханаху ва тааля, вознесся на небеса и разговаривал с Аллахом. Конечно же, это через мечети Аль-Акса. Причист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедей мечети в мечеть Аль-Акса. Аллах говорит, что своего раба Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, своего пророка, взял из мечети Аль-Харам, из Мекки, и вознес в мечеть Аль-Акса. Из мечети Аль-Харам пошел в мечеть Аль-Акса, и там почитал 2 раката намаза, и после вознесся на 7-е небо к Аллаху субханаху ва тааля, что является доводом на величие мечети Аль-Акса. Так посмотрите сегодня из-за слабости этой уммы, из-за отдаленности от религии, от основ религии, от пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Эта мечеть и благословленная земля ушла из рук мусульман. И еще изо дня в день эти иудеи, оккупанты, пусть Аллах унизит их, истребит и опозорит их, и покажет на них свое величие, за то, что они притесняют палестинских мусульман. Многие сегодня надеются на арабские страны. Говорят, эти арабские страны, может, в один день освободят мечеть Аль-Акса, мечеть Аль-Аксу. Эти тагутские страны никогда не освободят. Мечеть Аль-Аксу освободят мувахиды. Эти тагутские страны никогда не освободят мечеть Аль-Аксу. Мечеть Аль-Аксу освободят мувахиды. Когда понял таухид, когда узнал границы, возложенные Аллахом, вот тогда ты, инша Аллах, сможешь сделать шаг к помощи религии Аллаха субханаху ва тааля. А другие думают, что эта мечеть Аль-Акса имеет отношение к арабам-мусульманам. Кроме арабским мусульманам, никому не имеет никакого отношения. Арабы должны освободить и тому подобное. Это тоже ошибка, так как религия ислам не только для арабов. И кто говорит, что религия ислам только для арабов, то такой выходит из религии и становится кафиром. Это является куфром. Религия ислам для всех людей, для всех народов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был послан ко всем людям. Пророчество пророка для всех людей. И помощь мечети Аль-Акса – это обязанность всех мусульман. Когда арабы отказались от помощи этой священной земле, это не значит, что другие мусульмане тоже отказались. Поэтому, о братья и сестры мувахиды, вы должны поместить любовь к мечети Аль-Акса в своих сердцах, изучать его историю и обучайте своим детям, и возложите любовь в сердца ваших детей к мечети Аль-Акса, и воспитайте на этом. И это длинная история тиранов и мушриков-оккупантов, которые пришли и оккупируют. Обучайте своих детей, чтобы знали истину и росли храбрыми. Поэтому изучайте таухид. Отдалитесь от ширка, куфра и заблуждений, чтобы Аллах субханаху ва тааля помог вам и помог умме. Невозможно, чтобы пришла помощь, когда народ утопает в ширке. Помощь Аллаха является для единобожников.
не для мушриков и не для могилопоклонников. Сегодня те, кто кричат об освобождении Палестины, видите, с одной стороны являются демократами, с другой стороны являются могилопоклонниками. С другой стороны, видите, не волнуют их границы, возложенные Аллахом. И вот это стало причиной, что иудеи и другие тираны притесняют исламскую умму и захватывают земли мусульман. Шейх Абдул-Азиз ат-Тарифи говорит, самые трусливые люди, самые трусливые из людей – это рафидиты и иудеи. Когда вы увидели рафидитов и иудеев, что они имеют силу и мощь и идут вперед, вы не думаете, что они храбрые. Они не имеют храбрости. Они самые трусливые из людей. Причина их силы и наступления – это то, что мусульмане оставили свой манхадж, мусульмане оставили таухид, мусульмане не знают о своем религии и проявили беспечность. Когда мусульмане проявляют беспечность, рафидиты и иудеи набрасываются на них. Субханаллах. Так знаете, что помощь Аллаха с мусульманами. Аллах что говорит? Воистину мы окажем помощь нашим посланникам и пророкам, и тем, кто с нашим пророком, верующим в мирской жизни, и в тот день, когда предстанут свидетели. Это обещание Аллаха, и Аллах никогда не нарушает свое обещание. Но уверовавшие, кто они? Ибн Аббас говорит, они единобожники, с ними помощь Аллаха. Знаете, что мы являемся уммой, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наш посланник, который послан от Аллаха Мухаммад ибн Абдиллах, саллаллаху алейхи вассалям, наилучший из пророков, самым лучшим человеком от начала этого мира и до конца, самый почетный, друг Аллаха, самый любимый для Аллаха в этом мире. Мы являемся уммой. Господом нашим является Аллах. Нашим Богом является Аллах. Всемогущий Аллах Аль-Джаббар. Если что-то захочет, скажет этому «будь» и будет. Так, о умма, Господом которого является Аллах, пророком твоим является Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Не отчаивайся, помощь Аллаха с тобой. Но с условием, если ты будешь выполнять приказы Аллаха и его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах, субханаху ва тааля, оставил тебе свою книгу и послал к тебе своего пророка, и у тебя есть сунна пророка. Так учи же свою религию и пойми истину, и спасешься как в этом мире, так и в ином. Но если ты отдалишься от книги Аллаха и от сунны его посланника, отдалишься от таухида, то ты будешь потерпевшим убыток, как в этом мире, так и в ахира. Потерпел убыток в этом мире и в ахира. Это и есть явная потеря. Потерпел убыток в этом мире и в ахира. Это и есть самый большой убыток. Это и есть самый большой банкрот, чтобы оставаться в неведении о религии. И сегодня последний день Рамадана. Давайте хотя бы сделаем дуа. Хотя бы перед ифтаром сделайте дуа. Во время принятия дуа, в последний день священного Рамадана, сделайте дуа за своих братьев и сестер, которые в Палестине. Делайте дуа за этих проклятых иудеев, чтобы Аллах унизил их и уничтожил, и пусть Аллах опозорит их. И знайте, что Аллах дал вам обещание, что непременно в один из дней вы гордо завоюете эту священную землю. И мы просим Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы Аллах дал терпение этим мусульманам, которые там пострадали, поможет им и даст им победу. А этих оккупантов пусть Аллах унизит и уничтожит. И просим Аллаха, чтобы Аллах наставил умму на таухид, на единобожие. И инша Аллах, субханаху ва тааля, чтобы мы пока живы, дал нам увидеть завоевание мечети Аль-Акса и чтение 2 раката намаза внутри него. Барак Аллаху фикум. وحياكم الله بياكم